В Чувашском художественном музее открылась новая выставка. В ней оригинально все. От названия «Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей чаю» до содержания. Экспозиция – настоящее исследование на тему чаепитий в культурах разных стран. От посуды до мебели. Представлен как уникальный фарфор от знаменитых заводов, так и работы местных мастеров-керамистов. Из каких чашек чай все же вкуснее, расскажет Наталья Егорова. Все нюансы восточных чайных традиций знает мастер-керамист Александр Ермаков. И это не только самая известная китайская церемония, но и японская, и корейская. Александр часто сам организует традиционные чаепития для друзей. Ну, это, во-первых, культура общения. Можно посидеть, поговорить. Это процесс, который длится. Они просто разлили по кружечкам чай из самовара, попили с какими-то вкусняшками, что-то им запили и все. Это, в первую очередь, на мой взгляд, здоровая альтернатива классическому алкогольному застолью. И посуду Александр делает по всем канонам. Вот это набор для классической чайной церемонии. Выполнен в любимой технике мастера – нерикоми. Ее еще называют агатовая керамика, за сходство с узорами на камне. Правда, вместо традиционных ручек у чайников – деревяшки. Но не простые. Это так называемый дрифтвуд – коряги, выброшенные морем, пропитавшиеся солью и ставшие твердыми, как камень. У каждого мастера свой взгляд на посуду для чаепития и даже целая философия. Кто-то предпочитает огромные кружки, из которых можно пить чай целый день, кто-то миниатюрные на 1-2 глотка. Отличаются и техники изготовления, но в одном керамисты солидарны. Из чашек ручной работы любой напиток вкуснее. Потому что она сделана собственными руками. Она делается, и ты вкладываешь в нее душу, ты вкладываешь какие-то эмоции, которые у тебя в процессе создания этой чашки есть. Поэтому это вкуснее в разы. Ну и глина – это природный материал, то есть без всяких примесей, естественно. Поэтому все очень экологически чисто, вкусно. Здесь также можно увидеть, насколько разные предпочтения в выборе посуды для чаепития у современных людей. Кружки стеклянные, керамические, фарфор, самых разных форм и объемов. Есть здесь и такой необычный, интересный экспонат – кружка, условно называемая зечка. В ней еще совсем недавно, буквально 3 недели назад, варили настоящий чефир. Тут же представлен тот самый правильный чай для тюремного напитка – индийский, мелколистовой. Любопытна также коллекция подстаканников самых разных лет. В поездах, кстати, это полезное изобретение появилось в 1892 году. Мы решили копнуть глубже в традицию, в историю и начали исследовать чаепитие, где-то вот с начала 20-го, с конца 19 века, когда чай стал наиболее распространенным, то есть он доступным стал не только каким-то очень обеспеченным людям, но и простым ямщикам и дворникам. Здесь можно увидеть и мебель, буфет из коллекции музея, стулья, картины на тему чаепитий, уникальные предметы сервизов 18-19 веков с известных фарфоровых заводов, гжельскую керамику. Чайная культура настолько разнообразна, что уместить все в одном месте невозможно. Узнать еще больше об истории и современных тенденциях все желающие смогут на чаепитиях и мастер-классах, которые будут проходить в рамках выставки. Наталья Егорова, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.